Друзья, если кто-то будет в FedEx печатать, делать копии российских документов формата А4 и получите на выходе в первый пробный раз обрезанный документ, типа, например, вот так, куда не влазит все, знаете, или вот у нас первая версия, вообще кривая первая версия свидетельства о браке. Знаете то, что здесь же нет формата А4, вам надо в принтере, когда будете делать копию, вот в этом, указать размер, масштаб 95% сделать, тогда все будет влазить, потому что изначально он печатает 100% стандартные заводские установки, вот эти 100% А4, А4 лист больше, длиннее, чем местная бумага, он просто не влазит. Соответственно, методом проб и ошибок мы сделали 95%, и все вылазит хорошо. Здесь вы прокатываете карточку, нажимаете Make Copies, потом переходите к этому, он открывается вот так, сюда вставляете сканируемый документ, и потом здесь будет Black and White нажимаете, и плюсиками, минусиками делаете 95%. Затем бумажка выплевывается сюда, вы забираете и довольные уходите. В общем, второй поход к айс-офицерам, чтобы отметиться об изменении адреса места жительства, потерпел неудачу, как французы при Ватерлоу. Оказывается, сегодня день ветеранов, и все эти государственные предприятия не работают. И так как мы приехали сюда за новой жизнью, а не на время поразвлекаться, то делаем все по правилам. Во-первых, в конце 862 формы четко написано, что вы должны уведомлять айс-офицеров о смене адреса или о смене номера телефона. Во-вторых, наш поручитель, который живет здесь уже более 30 лет, сообщил нам примерно то же самое. Кстати, он поручился больше, чем за 200 человек. Ну, зашли хотя бы сейчас в FedEx распечатать копии для нужных нам документов, для нужных делишек. И столкнулись с забавной особенностью того, что местная бумага не такого же размера, как А4. И делание копии свидетельства о браке было с небольшими незаурядицами. Конечно, можно быть себе на уме и ничего этого не делать, или переезжать в другой город, никого не уведомив о переезде, но нам не дают покоя истории об отобранных загранпаспортах, о том, как людям ставят на телефон приложение с отслеживающим устройством, или самые печальные, когда людям надевают браслет на ногу. И вот мы сидим здесь, записываем видео для вас и думаем, что окей, мы потратили несколько часов, чтобы туда съездить 3 раза. Потратили немного бензина на это. Но у нас все хорошо, с нами ничего не случилось из перечисленного выше. Возможно, мы все-таки делаем все правильно, и этот путь более какой-то аккуратный и безболезненный. Кстати, мы записали подробный гайд на 50 минут о том, что рекомендуем сделать в первые 2 недели жизни в США. Чтобы вы ничего не забыли, как вот эти визиты к айсам, и быстрее запустили нужные процессы, чтобы через 1-2 месяца у вас было больше документов, плюшек, да и вообще более-менее спокойная жизнь, как у нас. Переходите по ссылкам в описании на Boosty и смотрите это крутое видео. Так почему же мы ездили трижды к айсам? В первый раз мы уведомили только о смене номеров телефонов. Затем переехали в новое жилье, о чем, собственно, было большое предыдущее видео на канале. И решили сообщить, но было закрыто. В третий раз, после праздников, мы продолжили начатое. Собственно, простояли мы там 6 часов, потому что из-за праздников скопилось народу, такого же, которые не смогли попасть, но которым надо было. И мы стояли в адской очереди, потом начался обед, естественно, к сожалению, у них есть обед, в отличие от большинства других государственных структур. Мы прождали обед, и после обеда, час примерно, да, мы ждали еще после обеда час, и все-таки попали. Они сказали, окей, все нормально, даже вроде не просили, да, договор аренды, как подтвердить, нет, просто записали. Сказали опять же молодцы и дали бумажку, в которой было написано прийти в следующий раз, там примерно через год.
Собственно, вот из этого всего мы и делаем вывод, что, видимо, как-то все нормально, видимо, все делаем правильно. ICE — это сокращение от Immigration and Customs Enforcement. По-русски иммиграционная полиция. Так вот, чтобы лучше понять, ну, даже не лучше, а просто чтобы понять, как я к этому отношусь, как я думаю, что это работает. Смотрите, вы иммигрант, который зашел через Мексику. Это иммиграционная полиция, которая должна вас контролировать. По сути, для них главное, чтобы вы явились в суд, который вам назначен, и либо легализовались благодаря этому суду, либо проиграли, и чтобы вас государство депортировало. Так вот, их задача, чтобы вы как бы были на радаре, чтобы вы не терялись с радара. И представьте, вот я, например, 32-летний человек, который прилетел из России. У них есть пометка, то есть я появился во всей этой системе, так как я зашел через Тихуану, в Сан-Диего, через бордер Сан-Исидро. Вот у них появляется пометка, что 32-летний бывший гражданин России попал на территорию США. По их протоколу я должен явиться в течение 10 дней, так как об этом мне якобы сообщено, ну, устно не сообщено, но прикреплено бумажкой в конце 862 формы. Так вот, по протоколу они меня ждут в течение 10 дней, что я покупаю американскую сим-карту после Мексики, да, то есть уже, можно так сказать, регистрируюсь в США. И прихожу к ним сообщить, что вот мой новый номер телефона, потому что, ну, прошлый-то ваш будет недействителен, скорее всего, а так и будет, потому что мексиканские симки здесь месяц поработает и все, в лучшем случае. И потом на бордере вы почти все указываете адрес поручителя, потому что у вас же нет своего адреса. Но все понимают, что у поручителя жить, ну, типа, невозможно. Это не спонсор ваш, то есть если спонсор, это вообще другая история для других программ. И вот вы переезжаете, вот вы покупаете новую сим-карту, вы приходите к ним, отмечаетесь. Ну вы уже молодец, потому что офицер видит, вы пришли, вы сами сообщили о новом номере телефона. Затем вы куда-то переезжаете, вы опять к нему приходите и сами сообщаете, что вот он я никуда не потерялся, у меня новый адрес. Все, ну, если у них есть какие-то галочки зеленые, галочки красные крестики, то как минимум они не ставят вам красных крестиков, потому что вы своевременно пришли, вы отметились, и офицеру не надо вообще о вас париться. Так что с такими мыслями мы делаем то, что делаем, о чем вам рассказываем. Пока что, слава богу, все проходит хорошо, о чем вы сами видите. И это же мы рекомендуем делать вам, собственно, на это и мотивируем вас. Спасибо большое, что смотрели до конца. Увидимся совсем скоро в следующем видео. Пока-пока!